В таком состоянии сейчас комплекс Азизлер в Бахчисарае. Место, где расположено старинное кладбище, мавзолей, дюрбе, минбер 16-17 веков, превратилось в свалку мусора. Крымско-татарские блогеры решили провести здесь субботник. Убежден, что мы должны следить за чистотой, за порядком. Наша религия тоже об этом говорит. Да, чистота – это половина веры. И если мы будем подавать пример, то я считаю, таким образом мы будем улучшать экологическую ситуацию. Я не считаю это чем-то выдающимся. Подобные идеи, инициативы мы должны популяризировать. Я сама живу в Бахчисарае и знаю этот город, и знаю его эти проблемы. Здесь так много мусора, потому что сами люди, кто в ближайшие дома здесь проживают, сами здесь и мусорят, в принципе. То есть свалка, она годами здесь находится, и никак это не решается, этот вопрос. Поэтому мы решили навести порядок и надеемся, что он будет поддерживаться. К акции присоединились всего несколько человек, но инициативу молодежи поддержали в администрации города. Очень приятно и отрадно о том, что молодые люди не забывают свою историю, не забывают те места, ради которых, собственно говоря, здесь и боролись, чтобы отсюда ушел рынок, чтобы это место все-таки оно святое. Здесь есть и дюрбе, и кладбище, и все эти места нужно содержать в чистоте и порядке. Азизлер известен в Крыму в том числе и из-за беспорядков, которые происходили здесь в начале 2000-х годов. Тогда на этом месте работал рынок, что возмущало крымских татар. Конфликт длился несколько лет. В его результате удалось добиться переноса торговых рядов. На этом месте собирались разбить сквер и построить мемориальный комплекс, однако до сих пор этого так и не сделали. Данный земельный участок администрации города был 1,5 года назад передан в собственность Республики Крым. К сожалению, данного ухода эта территория пока не получила. Есть определенные проекты, которые должны здесь сделать некий мемориальный комплекс. В ходе субботника территория была расчищена, активисты собрали 20 мешков мусора. В ближайшее время здесь планируют сделать ограждение, чтобы предотвратить появление свалки.